Добрый вечер. Футбольный канал НТВ Плюс с радостью приглашает вас в Италию на первый большой матч сезона Интер-Рома. Вернее, Рома-Интер, потому что все действо будет разворачиваться на Олимпийском стадионе Рима. Вот так, волею календаря, два главных фаворита чемпионата Италии нынешнего сезона уже в третьем туре встречаются между собой. Конечно же, это не игра за Скудетто, конечно же, впереди еще масса матчей, 35 плюс 1 сегодняшний, но, тем не менее, игра эта имеет принципиальное значение с точки зрения психологической уверенности, прежде всего, для команд, которые всеми без исключения в Италии называются главными соискателями Скудетто. Масса чемпионов мира, они обнимаются, целуются, но Станкович не чемпион мира, но, тем не менее, играл за сборную Сербии, все здесь хорошо знакомы. Станкович жил в Риме, долго играл за Лацио, несмотря на то, что был Лациале, главным соперником Ромы. У него, видите, довольно теплые отношения со многими игроками, как, ну, в общем-то, тут все. Видите, обнимаются. Чемпион мира Гроссо, чемпион мира Де Росси. Праздничная атмосфера на Олимпийском стадионе. Куровый суд, южная трибуна Ромы, где сидят тифози, самые фанатичные болельщики Ромы, естественно, забиты до отказа. Я не думаю, что из Милана приехало много народу. Все-таки у Интера выезд не такой мощный, как у клуба Милан. Составы я вам, естественно, назову подробно с комментариями, но чуть позже, пока можете беглым взглядом это все дело оценить. Но почему именно эти две команды фавориты? Нет Ювентуса, у Милана минус 8 очков. И хотя Милан хорошо начал сезон и сегодня может выйти в плюс, если обыграет на своем поле Асколи, но вот если исходить, так сказать, из предтурнирного расклада, минус 8, конечно, это серьезная фора, которую Милан дал своим преследователям. И вот в третьем туре Рома, которая не потеряла пока ни одного очка, будет сражаться с Интером, который уже потерял 2 очка, сыграв ничью с Сампдорией. Правда, там была игра с преимуществом Интера. Много моментов подопечные Манчини создали. Вроде бы несправедливый пенальти, после которого Сампдория сравняла счет, но так или иначе очки Интер потерял. Пока речь об отставке Манчини не идет, но вы сами можете себе представить, какое давление оказывается на Интер, на Манчини в частности. Подаренная бумажная, как говорят в Италии, Скудетто, врученная Интеру в связи со скандалом коррупционным в итальянском футболе. Теперь надо на деле, на футбольном поле доказывать, что Интер стоит этого Скудетто. Игра, которую показывает команда, соответствует чемпионскому уровню и статусу, в который был вот в одночасье Интер вознесен. Но вы себе не представляете, как подтрунивают над Интером, даже, я могу сказать, издеваются в Италии те, кто не любит эту команду и не болеют за нее, потому что Интер многие-многие годы не был чемпионом страны, и вот вдруг им стал совершенно неожиданно не на футбольном поле. Здесь есть одно, пожалуй, смягчающее обстоятельство, о котором я говорил, пока не начался матч, скажу. Все-таки какая-то высшая справедливость, наверное, есть, поскольку это Скудетто не для Интера было, как выяснилось, а это Скудетто было для великого и благороднейшего человека Джачинто Факетти. Уж кто-кто, а вот этот человек пользовался безусловным уважением и безупречной репутацией в Италии у абсолютно всех любителей футбола. И вот он ушел из жизни чемпионом, как и подобает великому футболисту, великому человеку и замечательному человеку. Поэтому это Скудетто вот так получилось. Оно было, естественно, вручено Интеру до ухода из жизни Джачинто Факетти, который скончался буквально накануне старта итальянского чемпионата. Я думаю, это Скудетто Интера в память об этом великом человеке. Но жизнь продолжается. Теперь на футбольном поле Интеру нужно доказывать и показывать всем, чего они стоят. Очень неудачный матч провел Интер в Лиге чемпионов против Спортинга. Ну, не стоит, наверное, напоминать, что Интер соперник Спартака и 2 матча с российским клубом впереди. Прекрасное состояние газона на Олимпийском стадионе Рима. Почему-то не аншлаг, но все-таки это не римское дерби. Вот там, я думаю, мы увидим полные трибуны. Ну и еще все-таки, наверное, дело в том, что среда, рабочий день, завтра рабочий день, и не все, наверное, нашли возможность прийти на стадион. Тем не менее, хочется верить, что мы с вами увидим хороший, качественный футбол в сегодняшнем матче. Обе команды играют практически в оптимальных составах. У Интера очень любопытная расстановка, очень любопытная схема.
сверхоборонительная схема, как ее назвали итальянцы после того, как стало ясно, в каком составе, в каких сочетаниях выйдет Интер на эту игру. Нет Луиша Фигу, он в запасе. Нет Адриано, он тоже в запасе. Фактически Манчини выставил на сегодняшнюю игру 6 защитников. Ну не 6-5, плюс 2 опорных полузащитника. То есть 7 игроков оборонительного плана у Интера и только 3 атакующих. Станкович, Креспо и Ибрагимович. Вот так вот Манчини, с одной стороны, побаивается и уважает Рому, с другой стороны, пытается как-то наладить игру своей команды, которая в обороне вроде бы выглядит не так уж плохо, но вот с точки зрения созидания, по крайней мере, в матче со Спортингом были большие проблемы. У Ромы, я думаю, лучший состав на сегодня, за исключением пока что не набравшего форму, не восстановившегося после травмы Винченцо Монтелло. Ну, о нападении Ромы мы сегодня с вами обязательно поговорим, потому что эта тема интересная. Франческо Тотти, чемпион мира, капитан команды, это новоиспеченный центр-форвард. Почему и зачем он играет на месте центрального нападающего, я вам объясню по ходу матча. Давайте знакомиться с составами команд и с расстановкой игроков. Тольдо сел опять в запас. Бедняга, так жаль этого очень талантливого вратаря, прекрасного вратаря. Но вот что-то вот у него не идет. Получается, он вроде козла отпущения. Не идет игра у Интера, не набирает команда очки, не дает результата. А на лавку садится в первую очередь Тольдо, хотя, ну, по-моему, язык не повернется всерьез винить Тольдо за то, что он пропустил гол в матче со Спортингом. Там был очень хороший удар, очень сложная траектория. Майкон ошибся, из-под него наносили удар. Почему отвечать за это должен Тольдо, я не очень хорошо понимаю. Но Манчини тренер, он решает, кому доверять место в воротах. И сегодня в них встал Жулио Сезар, который в какое-то время вытеснял Тольдо из основного состава в прошлом сезоне. И вот история повторяется. Дальше смотрите, какая интересная ситуация у Интера. Во-первых, Интер играет 4-4-2, и не ромб, не даймонд, или как там эту еще лучше схему по-русски назвать, а играет самое, что ни на есть, 4-4-2 линейные, то есть по горизонтали поля расставлены 2 линии. У Интера оборона справа Хавьер Занетти, 4 номер, слева Гроссо, 11, 2 центральных защитника, 2 Кордоба, 23 Матерацци. Хавбеки Майкон, 13 номер, сегодня играет справа, вообще-то он защитник. 2 опорных Хава, Вейра 14, 15 Дакур и слева 5 номер Станкович. Я уверен, что если бы не травма Камбьясо, играл бы Камбьясо на месте Станковича. Тогда у Интера фактически 8 защитников бы вышло на поле в сегодняшнем матче. Но вы можете со мной поспорить и сказать, что Вейра не защитник, что Дакур не защитник. Кстати, он сегодня впервые играет за последнее время против Ромы. Это, видимо, специально для Оливье Дакура на матч. Много времени он здесь провел на этом стадионе, на этом поле. Много матчей сыграл. Но вот теперь за другую команду вышел. Да, можно с этим согласиться. И Майкон может поддержать атаку, и Вейра, и Дакур. Но все-таки в меньшей степени это атакующие игроки, чем оборонительные. Вот такая сегодня схема у Манчини. Нет игрока под нападающим. Фигус сел в запас. Поэтому впереди Ибрагимович, 8 номер, и 18-й Креспо будут справляться с обороной Ромы. Адриано сидит в запасе. На пресс-конференции перед матчем Манчини не без иронии спросили, а сколько весит Адриано? Какое-то шушуканье пошло в зале для пресс-конференции, и Манчини в микрофон, поворачиваясь к пресс-атташе клуба, в ужасе сказал, что неужели правда 100? Но Манчини, наверное, должен знать, сколько весят его игроки. Однако шутки по поводу лишнего веса Адриано, злые шутки по Италии ходят уже давно. Крайней нестабильностью отличается этот нападающий. Видимо, не случайно были слухи о том, что он может Интер покинуть и мог покинуть. Готовился до последнего дня обмен Рональдо на Адриано. Но, впрочем, об этом я вам в предыдущей трансляции рассказывал. Короче говоря, Адриано в запасе. И вот такая сегодня любопытнейшая у Интера оборонительная система вырисовывается. Но все-таки выездной матч. И это 3-й тур. Это не чемпионский матч, в котором надо обязательно выиграть. Заканчивая с Интером, еще одна цитата Манчини. Говорят, Моратти в одном из интервью сказал, что он хотел бы от Манчини, от команды
в ближайших 3 матчах увидеть некое становление команды на этот сезон. Ну, то есть, чтобы команда ближайшие 3 матча хотя бы провела на соответствующем уровне чемпионском, да, команда все-таки действующий чемпион Италии. На что Манчини остроумно заметил: я бы хотел не только ближайшие 3 матча провести на хорошем уровне, но все 50. Намекая на то, что, в общем, нацеливается он, его команда, на то, чтобы хорошо сыграть на протяжении всего сезона успешно и уверенно. Посмотрим, что из этого получится. Пока команды как бы присматриваются друг к другу. Выдающийся футбол в исполнении обоих коллективов мы с вами требовать от команд не имеем права, потому что только-только оба клуба входят в сезон. Но, тем не менее, я думаю, элементы красивой, яркой игры мы сегодня с вами можем увидеть на Олимпийском стадионе Рима в матче 3-го тура итальянской серии А между Ромой и Интером. Рома в атаке, и Франческо Тотти зарабатывает штрафной для своей команды. Очень опасный штрафной. Тотти прекрасно знает манеру игры Дакура. Дакур прекрасно знает манеру игры Франческо Тотти. Подхватил Дакур своего бывшего одноклубника под руку, и Тотти тут же упал. Ну а почему бы и нет, нарушение-то правил было. А Тотти разговор отдельно, обязательно что-то интересное или, может быть, неизвестное вам. Рому, кроме Лиги Чемпионов, по-моему, мы в этом сезоне еще не показывали. Но это все впереди. Пока давайте смотреть штрафной. Тотти готовится бить. Правая нога у него здоровая, правая бьющая нога. И наносит он удар. Могла Рома открыть счет в матче. Жюлио Сезар спасает свою команду после удара капитана Ромы Франческо Тотти. Могучий удар ждал Сезар, удара в другой угол. Тотти пробил по-другому. Еще одна опасная ситуация. В штрафной площади Интер отбивается. Преимущество на первых минутах у Ромы после того, как захлебнется эта атака. Ромы состав римской команды. Впрочем, нет, давайте посмотрим. Сейчас может у Интера получиться контратака. Эрнан Креспо набирает скорость левым флангом. Подхватывает мяч, входит в штрафную, почти вошел. Великолепный подкат Кристиану Киву. И Рома прервал. Что ж, пока очень даже неплохой матч. Высокие скорости. Но, с одной стороны, команды не вошли в сезон по-настоящему. С другой стороны, еще усталость не накопилась от бесконечных матчей, нагрузок и всего прочего. И в этой связи пока скорости, которые демонстрируют команды в дебюте матча, настраивают на оптимистичный лад. Риццели, арбитр матча, показывает, что Интер должен выполнить удар от углового флага. Полагаю, что Гроссо ошибается. Дони на выходе, но забирает в результате мяч голкипера Ромы. Вот так вот команды обменялись опасными моментами в самом начале встречи. Не задерживается игра в средней линии поля. Тут же пулей Рома выскакивает из обороны в атаку. Но здесь первый на мяче защитник Интера. Что же с Ромой? Рома, как я уже сказал, в оптимальном сочетании играет. Наверное, это лучшее, что может Рома на сегодня предложить и по схеме, и по сочетанию игроков. Насколько Монтелло во все это дело впишется, и Вучинич, единственный по-настоящему такой крутой новичок из атакующих игроков, потому что я бы еще, конечно, отметил переход Пизаро. Сегодня 2 игрока играют против своих прежних команд. Пизаро против Интера в составе Ромы. Дакур в составе Интера против Ромы. Но, кстати говоря, они были частью одной сделки, поэтому ничего удивительного нет в том, что в очном противостоянии друг с другом они играют. Так вот, Дони, 32 номер, вратарь. Справа в обороне Кристиан Пануччи, 2 номер в центре Мексес, 5-й, 13-й Киву. Посмотрим, подача. Что-то Дони очень суетливо как-то играет на выходах. Все обошлось для Ромы благополучно. Есть еще Феррари, очень неплохой центральный защитник, но вот эта пара Мексес-Киву, безусловно, основная пара центральных защитников сегодняшней Ромы. Так же, как и присутствие на левом фланге обороны Макса Тонетто, 22 номер. Вообще селекция, конечно, неплохая была у Ромы в межсезонье. Наконец купили тех, кого нужно, на те позиции, которые требовали усиления. Особенно вот по левому защитнику было очень много работы.
должен был уже практически перешел Ли, защитник из Тоттенхэма. Я читал итальянскую прессу и был удивлен, потому что итальянские журналисты называли Ли лучшим левым защитником в европейском футболе. Я думаю, что многие из вас удивятся этому утверждению, с ним поспорит, но, по крайней мере, вот так этот игрок преподносился в итальянских СМИ. Он уже почти перешел в Рому, но потом вдруг неожиданно отказался. И читал я его интервью, в котором он сказал, что Господь Бог воспрепятствовал этому переходу. И Господь посоветовал Ли никуда не переходить, а остаться в Тоттенхэме. Ли человек очень верующий и решил, что этот знак какой-то, о котором он не распространялся, свыше должен определить его судьбу. И, в общем, он никуда не поехал. Рома оказалась в непростом положении, потому что левый защитник нужен был до зарезу. Ну и вот в самый последний момент успели они зацепить Макса Тонетто. На мой взгляд, очень сильный защитник. Выступал в Сампдории в течение нескольких сезонов. Хороший игрок. И тут же он занял место в стартовом составе Ромы. И никуда, я думаю, отсюда не денется. Средняя линия Ромы выглядит следующим образом. Очень хорошая средняя линия. Два великолепных центральных полузащитника. Чемпион мира Де Росси, 16 номер, и Пизарро, 7 номер. И игроки атакующего плана. В этом смысле схема, конечно, у Ромы гораздо более атакующая. 20 номер Пиротто, 8 Акуилани, восходящая звезда итальянского футбола и Ромы в частности. У Акуилани 8 номер. В атаке Интер. Опасная ситуация. И Креспо едва не переправляет мяч в ворота. Впереди 10 номер Франческо Тотти. И под ним Мансини, бразилец. Один из лучших в Роме по прошлому сезону. Особенно после того, как Тотти сломал ногу. И Мансини был настоящим лидером своей команды и помог ей занять место, позволившее участвовать в Лиге Чемпионов, но, как потом выяснилось, даже не через квалификационные раунды, а напрямую попала Рома в турнир, где успешно стартовал, обыграв донецкий «Шахтер» с крупным счетом. Ну а Тотти, как вы помните, забил очень красивый гол. Давайте смотреть футбол, отвлекаться больше особенно не будем. Единственное, что по Тотти кое-что я проясню, как только появится для этого повод. А в игре-то, между прочим, Интер перехватил инициативу, и минут 5 последних, я бы сказал, что игра проходит под диктовку гостей, которые довольно активно атакуют, в основном используя левый фланг, где все-таки есть профессионально атакующий полузащитник Деян Станкович. Майкон справа все-таки более оборонительный игрок, и там он должен делить бровку с Дзанетти. Между прочим, такой любопытный фланг. И здесь может Интер что-то тоже придумывать, меняться местами могут Майкон и Дзанетти. Дзанетти подключаться вперед, Майкон возвращаться на его место. А вот слева тоже любопытно посмотреть, как Интер будет действовать, ведь Гроссо блестяще играет с подключениями вперед, и как Станкович будет его страховать, вот что любопытно посмотреть. Мансини фактически сейчас в Роме играет второго нападающего. К этому нужно привыкать. Три полузащитника Де Росси, Пиротто и Пизарро располагаются по вертикали, перекрывая подступах к своей штрафной площади. Вот так располагаясь поперек поля. Акуилани чуть-чуть перед ними, Мансини, Тотти там впереди. Но при этом Тотти, конечно, будет частенько отходить в глубину поля, отвыкнуть от своей роли треквартиста, то есть атакующего полузащитника или фантазиста. Есть и такое определение в итальянском футбольном жаргоне для позиции, на которой раньше играл Тотти. Но вот лично он сам себя переквалифицировал в нападающий. Но, повторяю, это отдельная тема. Быстренько еще вам скажу, что сегодня играют Милан Асколи, Кьево Лацио, Фиорентина Парма, Мессина Реджина, Кальяри Ливорно, и там уже 1-1, Палермо Катания, Аталанта Эмполи, Самдори Удинезе 0-1, Торино Сиена тоже 0-1. По ходу трансляции буду вам сообщать результаты все, кроме, естественно, игры Фиорентина Парма, которую вы в записи сразу сможете при желании посмотреть по окончании вот этой трансляции. Мяч вводить в игру будет вратарь Интера Жулио Сезар. Живая игра. И обе команды по тому, по крайней мере, как они действуют, не по схеме, не по расстановке футболистов, обе команды нацелены на то, чтобы выиграть сегодняшний матч. И вовсе, как выяснилось из схемы, которую сегодня выбрал на матч Роберто Манчини, усадив на лавку Луиша Фигу и
сделав акцент на оборонительные действия. Вера получает желтую карточку от арбитра за разговоры. Вера уже команду подвел красной карточкой со Спортингом, и пропустит он теперь в Лиге чемпионов важный матч против Баварии. Продолжает Вера споры с арбитром. Кордоба сюда же прибежал. Ибрагимович прессует судью гости. Вот, но несмотря на эту схему, Интер вполне... Вот за это желтая карточка Вера, за откидку мяча. Вполне нацелен на атаку миланский клуб. Тотти ошибся в передаче. Интер пытается выйти из обороны. Гроссо играет назад. Марко Матерацци. И Мексес направляет мяч назад. Пять чемпионов мира в составе обеих команд вышли в стартовом составе на поле. Больше их в Роме. Пануччи по правому флангу подключился в атаку. Подача в штрафную площадь. Но там на самом деле сейчас у Ромы нет игрока, который мог бы сыграть головой в борьбе. Только вот если на опережении будет передача не очень высокая сделана, тогда можно что-то попытаться сделать. Нет, Тотти все-таки верен себе, своим прежним традициям, располагается очень глубоко. И вот эта первоначальная расстановка, при которой Тотти первый нападающий, она не срабатывает. Тотти сваливается постоянно в глубину поля. Паузу небольшую взяли команды. 15 минут в очень хорошем темпе провели Интер и Рома. Да, первый большой матч в Италии, конечно, он вызывает огромный интерес. И даже вот по нашей конференции интернет на сайте НТВ+, увидел я, что болельщики оживленно обсуждали эту игру. Действительно, расклад сил в чемпионате такой, что серьезных конкурентов у Ромы и Интера в нынешнем сезоне нет. Еще Палермо относится к фаворитам чемпионата, но все-таки не с точки зрения борьбы за скудетто. Кстати, неудивительно, что Палермо на старте одержал 2 победы подряд и вместе с Ромой возглавил турнирную таблицу. Гроссо упустил мяч за пределы поля. Пануччи будет бросать аут. Счет 0-0. Отправляет мяч Пануччи назад. Филипп Мексес. Дальше Кристиан Киву. Мацини почти обыграл Майкона. И теперь мячом владеет Интер. Кордоба играет на Марко Матерацци. Дальше передача по флангу. Гроссо. Креспо возвращает мяч Гроссо. Гроссо попытался навесить в штрафную площадь. Габаритнее, мощнее нападающие у Интера, чем у Ромы, если таковые вообще имеются. По сути, это профессиональных форвардов, центр форвардов в Роме нет. И по этой схеме Лучано Спалетти весьма успешно играл в прошлом сезоне. И контрвыпад Ромы. Пиротта играет на Тотти. Тотти пытался оставить мяч Пиротти. Здесь арбитр нарушение правил против капитана Ромы не зафиксировал. И атакует Интер. Креспо с мячом. Мексес выбрасывается на Креспо. Тот делает хорошую передачу налево. Прострел. Мяч мог Дони забирать, но зачем-то поставил ногу Кристиан Киву и выбил мяч на угловой. Очень активно Интер играет в атаке. И видно, что команда с хорошим настроением вышла на поле. Задели ее публикации в итальянской прессе. В последнее время здесь, похоже, офсайд был у Ибрагимовича. Но нет худа без добра. Даже Манчини на это обратил внимание. Весь вот этот ажиотаж, который вокруг Интера нагнетается в прессе, он даже как-то злее делает команду.
Дони будет бить мяч от ворот. Тотти выиграл борьбу у Кордобы, но передачу точную сделать Франческо Тотти не сумел. Но неоднократно нам показали уже крупным планом Тотти, поэтому пока немножко скорости в игре упали. Несколько слов, наверное, надо сказать о капитане Ромы. 20 минут сыграно, счет 0-0. Это он как раз с мячом. И сейчас может быть что-то опасное у Ромы получится. Если справа поддержит кто-нибудь атаку. Нет, пошел хороший пас налево. Дальше Мансини. Опасный момент. Удар по воротам. И Матерацци выносит мяч из пустых ворот. Вот он, капитан Ромы во всей своей красе. Эффектной передачей, не совершенно в том направлении, в котором, я думаю, большинство из нас ожидали развития этой атаки, то есть куда-то направо. Тотти нашел гораздо более интересный вариант, и едва это не закончилось взятием ворот, не получился удар у Пиротты, и теперь мяч уходит за пределы поля, аут бросит Рома. Хорошая была атака, прекрасный пас, и здесь Акуилани здорово в касании, дальше было тоже все здорово сделано, но на самом деле Мансини не бил по воротам, он простреливал в надежде, что кто-то эту атаку поддержит, но нет у Ромы центр-форвард, там никого быть и не могло. Мансини, наверное, должен был стараться сам решать этот эпизод и целиться в ворота, насколько это было возможно. Так вот, Тотти в начале сезона, а сезон открывала сборная Италии матчами против Литвы и Франции, в которых сыграла крайне неудачно, Тотти стал в одночасье главным героем Италии, потому что уж как его, ну не то чтобы критиковали, но по ходу чемпионата мира весьма скептически оценивали итальянцы выбор Марчелло Липпи и ставку на Тотти, который постоянно выходил в стартовом составе. Тем не менее, выбор себя оправдал. Мансини не может продолжить игру. Это потеря для Ромы. Травму получил атакующий полузащитник команды из столицы Италии. И после того, как Тотти объявил о том, что он заканчивает выступление за сборную, ну не то чтобы с облегчением вздохнули итальянцы, ну закончил и закончил. Вроде подумаешь, невелика потеря. Но как только Италия увидела новую сборную своей страны и без Тотти, тут вдруг сразу выяснилось, что лучше Тотти футболиста не было и никогда в Италии больше не будет в ближайшем обозримом будущем. И буквально затерроризировали Донадони после матча с Литвой, а после матча с Францией особенно, дескать, давай возвращать Тотти в сборную. Но Тотти в сборную играть не будет. По крайней мере, он уже свое решение изменил. Он сказал, что вернется в сборную, возможно, в 2007 году. Итальянская общественность требует, чтобы Тотти вернулся в сборную сию же секунду и помогал в ближайших матчах против Грузии и Украины, которые могут стать для Донадони последними на посту главного тренера сборной. Но здесь дело вот в чем. Дело в том, что Тотти играет с 13 винтами в кости, которая скреплена по-прежнему. Его сломанная нога, сломанная кость, железная пластина, удар Дони отбивает мяч на угловой, это Ибрагимович бил. И вот с этой железной пластиной, с железякой в ноге, причем довольно приличной по длине, 13 шурупов, ну, конечно, не таких, которыми рельсы скручивают, но все же поставьте себя на место спортсмена, у которого в ноге посторонний предмет железный, к тому же на гайке с винтами. Монтелло сейчас выйдет на поле, Интер подаст угловой. Довольно опасная, неприятная подача. Очень много Интер подает угловых, и при этом подает их все время по-разному. То в глубину штрафную, то на ближнюю штангу. И Пизарро размахивает руками, недоволен он решением арбитра, который вновь указывает, что нужно подавать мяч от угла поля. После ухода Мансини и выхода здесь вратарь должен играть, и выхода на поле Монтелло изменится немножко, мне кажется, игра Ромы, поскольку появится чистый нападающий. Соответственно, Тотти может уже со спокойной совестью отойти в глубину. Так что вот с этой железякой в ноге Тотти играет, и вынут эту железку, насколько я понимаю, где-то только в ноябре, а то и в декабре месяце. То есть это опять операция, это надо вскрывать, естественно, всю ногу, шов там распарывать и так далее. В общем, это довольно серьезное хирургическое вмешательство. Ну и, в общем, вот все это оценивая, читая, видя все эти фотографии, в Италии фильм даже сделали, я его смотрел, такой короткометражный, о том, как Тотти готовился к чемпионату мира. Конечно, это был просто, ну, поступок
вот я не знаю, очень много у Тоти, конечно, недоброжелателей, людей, которые не видят в нем футболиста, а только человека, который играет на публику, зарабатывает там какие-то штрафные. Но вот, мне кажется, в свои 30 и перед этим чемпионатом мира Тоти такой мужественный поступок совершил, что после этого, мне кажется, любые разговоры в его адрес негативные просто не имеют места. Потрясены были все, вот с кем только не доводилось общаться, с иностранными коллегами. После такой травмы вообще с футболом заканчивают. А попасть на чемпионат мира, стать чемпионом мира, забить там решающий пенальти в одной из игр, но это ну, пусть немножко пафосно звучит, это спортивный подвиг. В таком состоянии, в котором Тоти находился за 3 месяца, набрать форму, поехать на чемпионат, конечно, после этого ему нужна пауза, он не может играть на 100% своих возможностей. По эпизодам внимательно понаблюдайте, когда Тоти принимает мяч спиной к чужим воротам. Он все время боится удара по ноге, в которой железная пластина. Но поскольку это может быть очень чревато, Гроссо бьет мяч и не застревает в чужих ногах, в римских ногах. И вот Тоти делает неточную передачу. И Интер атакует, Рома отбирает мяч, Пиззарро сильно бьет туда, в сторону Винченцо Монтелло, который не готов на 100%, но Спалетти, видите, его все-таки на поле выпустил. Так что, кстати, такая история. Вот почему он не играет за сборную. Он прекрасно понимает, что с Лиги Чемпионов и с чемпионатом страны он просто не потянет со своей ногой еще и игры за сборную. Но обещал, что когда восстановится, если все там нормально у него срастется и нога не будет беспокоить, обещал в сборную вернуться и помочь, если, конечно, эта помощь понадобится в 2007 году. Ну и последнее, почему он захотел играть центрального нападающего, хотя, как мы видим, вот где он получает мяч, какой же это центральный нападающий, Тоти сказал, что его возраст уже не позволяет играть на таком объеме работы, который нужен на позиции под нападающим. Уже нет сил бороздить половину поля соперника взад и вперед, поэтому предпочитает он сыграть центр-форварда. Но, по-моему, это не более чем разговоры. Мы с вами вместе следим за тем, как развиваются события, и смотрим, где Тоти получает мяч. Там, где он получал его всегда, и в чемпионской команде Капелло, и при предыдущих тренерах. В этом смысле пока что ничего не меняется. Но тут есть еще один нюанс. Конечно, играя центрального нападающего, меньше вероятности получить по больной ноге, принимая мяч спиной к чужим воротам. Все-таки форвард, как правило, получает мяч на ход, ну и в чужой штрафной площади по ногам вообще бьют реже соперники, чем за пределами этой штрафной площади. Так что уж простите за вот такое небольшое отступление, но поскольку Рома у нас впервые в прайм-тайм в трансляции в сезоне, вот этот момент я считал необходимым пояснить для тех из вас, кто тонкостей итальянского футбола не знает и следит за итальянским чемпионатом постольку-поскольку, или поскольку это все-таки страна чемпион мира, а Тоти играл за сборную, которая стала чемпионом мира. Что касается игры, то по-прежнему небольшое преимущество Интера. Интер чуть больше владеет мячом, и вот насколько обманчивая штука схема. Здорово, как Монтелло ушел, Тоти набирает скорость, Монтелло дает передачу не очень хорошую. Здорово выбрал позицию Кордова и перехватил мяч. Этим самым мячом гораздо больше владеет Интер. Ну, не то чтобы гораздо, но побольше владеет. Да и времени на чужой половине поля гости проводят, пожалуй, побольше, чем Рома. Подача Гроссо, вернее, прострел не привел ни к какому положительному результату для Интера. Пиззарро с мячом справа. Справа есть продолжение. Пиззарро делает очень неплохую передачу. Симона Перотто набирает скорость. Просит игру остановить футболисты Интер, то, что кто-то там упал, кто-то перед кем-то извиняется, или это Матерацци судье сигнализировал, что все в порядке, можно играть. В общем, атаку до удара по воротам Рома не довела. Вира играет на коротке со Станковичем, наверное. Станкович ушел с левого фланга. Левый фланг отдан полностью на откуп Гроссо. Тесновато в центральной зоне. Станкович на замахе. Дальше Ибрагимович на коротке с Вира. А справа, вот справа никто атаку не поддерживает. Где же Майкон, где Дзанетти? Вот Майкон прибежал поддержать атаку, но тут же отскочил назад. Очень активен Гроссо слева. Играет фактически полузащитника.
Вообще, конечно, для того, чтобы оценивать действия игроков и позиции, на которых они играют, надо футбол на стадионе смотреть, так по телевизионной картинке разобраться довольно сложно. У меня нет ощущения, что 4-4-2 играет Интер, потому что Гросс в полузащите фактически. И Майкон там же. Но, правда, вот Занетти пока атаку не очень активно поддерживает. Сзади располагаются Матерацци, Кордоба. Дакур тоже очень глубоко играет. Но Авира чаще ходит вперед, чем можно было бы от него ожидать. 30 минут матча позади. Для третьего тура, мне кажется, игра вполне качественная. Кристиан Пануччи набирает скорость. По правому флангу мчится. Там Пиротто на всех парах открывается. Справа идет передача на Франческо Тотти. Тотти обратно на Пануччи. Пануччи может сыграть на коротке или подать в штрафную. Решил подать, но, наверное, зря. Через Матерацци мяч перебросить очень сложно. Вейра опускает мяч Станкович. Но 100% он никакого левого полузащитника не играет. Играет центрального. Поэтому немножко кривая сегодня расстановка у Манчини. Она кособочит направо, потому что весь левый фланг, вон Фабио Гроссо, где, видите, открывается. Сейчас уже по месту левого нападающего, даже можно так сказать. Станкович туда не лезет, ему не мешает. Зато справа перебор игроков. И последнее, что вот хотелось бы разобрать и понять, это как взаимодействуют Майкон и Занетти на правом фланге. (0-0). Полчаса позади. Мессина выигрывает у Реджина 1-0. Палермо, Катания 1-1. Ну а Милан пока Асколи забить не может. Там счет 0-0. Вратарь Асколи Джанлука Пальюка сегодня побил всеитальянский рекорд по количеству матчей, проведенных в высшем дивизионе. 571 матч он сыграл и побил казавшийся вечным рекорд другого великого вратаря Дино Дзолфа. Но вот Пальюки в его юбилейном матче Милан пока забить не может. С мячом Де Росси. Пока не очень активно Де Росси идет вперед. Тонетто тоже внимательно играет на своем левом фланге. Пизаро забил в предыдущем туре, тут же получил место в основном составе. Винченцо Монтелло укрыл мяч корпусом. Дакур заставил Монтелло играть назад. А вот сейчас Монтелло может развернуться лицом к чужим воротам. И, пожалуй, Винченцо поторопился с ударом. Но Жулио Сезар зачем-то в прыжке начал за этим мячом пластаться и подарил Роме угловой. Мне кажется, мяч мимо ворот шел. Но размялся вратарь, подарил угловой Роме. И хозяева поля будут выполнять. Нет, решили разыграть. Что такое? Где нарушение? Арбитр успокаивает Монтеллу, Кордобу. Лучано Спалетти на ваших экранах. Удар по воротам с лета. И еще один угловой. Это Макс Тонетто. Забивал он за Самдори. Удар у него прекрасный. А мяч-то летел туда, куда надо. Если бы не спина Майкона, было бы очень неприятно для Интера. Еще один угловой подаст Рома. Как на качелях пока игра. Раскачивается то фрагмент матча за Интером. Теперь преимущество перешло к хозяевам поля. Тонетто не сумел выполнить подачу в штрафную площадь. На коротке сыграл с Пизаро. Вновь Тонетто. Подача. Опасный момент. Сезар выручает свою команду. Это Монтелло поставлял голову. Хороший футбол на Олимпийском стадионе Рима. И очень немного грязной игры. То есть практически вообще нет нарушений правил, свистков, которые раздражают и отвлекают от игры. Франческо Тотти с мячом вырезает под удар Пизаро налево. Тонетто открывается. Пизаро тоже обладает хорошим ударом. Играет в стенку. Но здесь вратарь. Хороша Рома была в этом отрезке. В предыдущем Интер. Действительно достойные друг друга соперники. И я думаю, их борьба будет с участием Милана, который будет ждать осечек этих двух команд. Кстати, эта игра очень даже на руку Милану, потому что здесь 100% кто-то какие-то очки потеряет. Но для Милана выгоднее всего ничья.
Или победа Интера, который уже 2 потерял, ну, а Рома пока еще ничего не потерял. Интер на чужой половине поля. Майкон. Пас на Вейра. Нет, не было опасной игры, по мнению арбитра. Перотта. Пизарро. Конечно, игрок стартового состава. Не нашлось ему места в Интере. Какое-то было странное приобретение. В сезон фактически он потерял. Игрок Спалетти играл в Удинезе у него все время, и причем играл блестяще. Ну и при первой возможности Спалетти, конечно, попытался заполучить этого игрока, гораздо более молодого, чем ветеран Дакур. И в этом смысле приобретение очень разумно. В общем, Рома очень грамотно все сделал на трансферном рынке. Вучинич один из талантливейших нападающих серии А. Очень много забивал за Лечи. Может он и атакующего полузащитника сыграть, и первого нападающего. Он почти восстановился после травмы. Ну, еще немножко пропустит. И потом еще больше разнообразия появится у Лучано Спалетти. И, глядишь, Франческо Тотти все-таки придется отказаться от идеи играть центр-форварда и вернуться на свою позицию. Но это опять-таки будет зависеть от его собственного состояния, от ощущений его не до конца залеченной ноги. Майкон с мячом, правым флангом идет вперед. Пас на Креспо. Креспо возвращает мяч бразильцу. Дальше Дакур. Майкон. Перевод мяча на Гроссо. Технично Станкович, но бросается под него Акуилани. Акуилани очень большой объем оборонительной работы проводит, хотя игрок созидательный. Итак, в принципе, по позиции это игрок, который должен рано или поздно Тотти заменить на том месте, на котором Тотти большую часть своей карьеры в Роме провел. В касании пытались Тотти и Перотта затащить мяч в штрафную площадь не получилось. И недоволен Лучано Спалетти только чем и кем именно, не очень понятно. У Спалетти заканчивается контракт с Ромой по окончании сезона. Вроде бы идет разговор о том, что ему предлагают его продлить, но Спалетти сказал, что предпочитает доработать сначала этот контракт, а потом уже разбираться с продлением или не продлением. Его в Роме все устраивает. Ну и я думаю, что болельщики Рома будут счастливы, если Спалетти и впредь будет работать с командой. Удалось ему наладить отношения с главным человеком здесь, с Франческо Тотти. Полное взаимопонимание, и атмосфера в коллективе очень и очень хорошая. Ну и потом Рома, знаете, тоже важно, прибавила в весе вообще в кальчо, потому что Розалия Сенси, дочь Франко Сенси, отошедшего от дела, она теперь управляет Ромой. Так вот, ее назначили вице-президентом профессиональной футбольной лиги Италии. Ну, сами понимаете, иметь президентшу клуба на такой должности, в общем, весьма и весьма почетно. И полезно для Ромы. Нарушение правил против Дэна Станковича. Наткнулся он на Кристиано Пануччи. И желтая карточка в руках у арбитра. Пануччи она предъявлена. Минут 10 до перерыва. Даже, может быть, чуть меньше. 0-0. Матче третьего тура серии А. Интер-Рома. В целом равная игра. Чуть-чуть по-прежнему больше атакует Интер. И вот хорошая может атака получиться. Ах, не поняли друг друга Майкон и Ибрагимович. Не разобрались, чей мяч. Мексес. Какой все-таки важный для Ромы игрок Мансини. Ушел, и сразу вот что-то такое пропало важное в игре Ромы. Майкон, подача, Мексес встал на пути мяча. Дальше подбор за Ромой. Перотта. Вперед сыграть кому? Ой-ой-ой, как Акуилани ошибся. Контратака Интера. Креспо.
Креспо обыгрывает. Передача! И чудом мяч не попадает в ворота Ромы. Великолепно сыграл Креспо. А Куэлани едва не привез гол в свои ворота. Так ошибаться, конечно, нельзя перед своей штрафной площадью. Ну а Креспо здорово разобрался. Все правильно сделал. И тут же ответ Ромы. Как Монтелло хочет играть, а? Абсолютно не в форме. Но такое впечатление, что не было у него никакой травмы. И все межсезонье тренировался он, как все, по полной программе. Мексес выручил свою команду здесь, не позволив Ибрагимовичу переправить мяч в ворота. Хорошая игра в первом тайме. Моменты есть и у тех, и у других ворот. И еще раз подчеркиваю, для, в общем, такого важного поединка, все-таки с очень яркой, красивой афишей, 5 минут до перерыва, мало нарушений правил. Да, много, как всегда, в кальчо единоборств, но без излишеств. Дакур играет направо. Еще одна передача вперед. И на очередной, похоже, угловой уходит мяч. Гроссо, очевидно, выполнит это стандартное положение. Меньше 5 минут до перерыва. Отыграться по такой игре будет сложно команде, которая пропустит гол. Опять бадание в штрафной площади, и арбитр Риццоли приводит игроков в чувство. Но вот интересно, что Сампдория, которая дала бой Интеру и отобрала у него очки на Сан-Сиро, горит 0-3 у себя дома в матче против Удинезе. Там первый тайм еще тоже не закончился. Все матчи сегодня в одно время начинаются. Торино Сьена 1-2. Мессина Реджина 1-0. А Милан забить Асколи не может. Пока 0-0 там. По-моему, Спалетти не очень доволен тем, как играет его команда. Тонетто идет вперед. Пас в сторону Винченцо Монтелло. До Монтелло мяч не дошел. Я, вы знаете, совершенно не вижу на поле Хавьера Дзанетти. Кого же он играет? Монтелло в офсайде. Справа он не играет точно, потому что тут Майкон на месте правого защитника. В кадре он один раз мелькнул. Куда делся капитан, непонятно. Чуть ли не в полузащите он играет, причем не с... вот мелькнула фамилия. Где же? Вот он там слева, да? Вот Розали Сенси. Очевидно, вот так Манчини оригинально расставил игроков. Он поставил Дзанетти, вот он сейчас наконец все понятно, с мячом, и причем очень хороший проход Дзанетти, пас налево на Креспо. То-то было бы странно. Опять здорово Креспо играет, но сейчас-то надо забивать. Креспо забивает. 1-0. Креспо знает, как забивать на Олимпийском стадионе Рима. Забивал он за Лацио здесь, и вот теперь забивает за Интер. Лучший сейчас из всех нападающих в Интере, безусловно, Эрнан Креспо. Тем же самым финтом сейчас обыграл он защитника, как и эпизодом раньше. Вот и появился Хавьер Дзанетти. Он сделал голевой пас на Эрнана Креспо. Интер впереди 1-0. В дураках оставил очень красиво Креспо Мексеза. Ну а дальше с острого угла гадал Дони, куда бы пробьет
Креспо как пробьет, пас ли он сделает. Вера, кстати, замыкал там дальнюю штангу. В общем, моментов чуть больше Интер создал, Интер чуть больше атаковал. И, на мой взгляд, к исходу первого тайма результат вполне закономерный. Ну а что касается Интера, то действительно было бы очень странно видеть на одном фланге Майкона с Дзанетти, а Гроссу со Станковичем. Поэтому Манчини поставил Дзанетти туда налево к Гроссу, чтобы они там менялись местами. И в случае подключения Гроссу в атаку Дзанетти бы его страховал сзади. Майкон играет правого защитника и нет фактически правого полузащитника у Интера. Станкович играет ближе к центру. Так что все-таки ромб в полузащите интеровский сохранен. Правда, без Фигу и Камбьясу. Но эта схема в первом тайме принесла Интеру результат. Команда выигрывает 1-0 и заканчивается добавлено арбитром время. Эрнан Креспо на 45-й минуте забил красивейший гол, выведя свою команду вперед. Ну что ж, тем интереснее будет смотреть второй тайм, потому что Рома, конечно, не будет мириться с таким положением вещей. При своих болельщиках римская команда должна идти вперед, должна пытаться отыгрываться. Передача Пануччи не прошла. Есть еще несколько секунд для того, чтобы попытаться довести дело до завершающего удара по воротам. Пас на Де Росси. Де Росси бьет. Удар у него сильный, но не точно на сей раз. Все, закончился первый тайм. 1-0, Интер впереди. Можно отдохнуть, перевести дух. Хорошая игра, но Лучано Спалетти крайне недоволен. Он был недоволен еще и до пропущенного гола. Какие-то коррективы ему в игру своей команды нужно вносить. На мой взгляд, Рома как-то уж слишком осторожно играла в первом тайме и не использовала тот атакующий потенциал, который, в принципе, по игрокам заложен в стартовом составе Ромы. Конечно, очень подвела Рому травма Мансини. Без него поблекла игра в атаке. Ну что поделаешь, без травм футбола не бывает. И кто знает, кто в какой момент эту самую травму получит. Так что сейчас Спалетти, наверное, нужно больше работать в перерыве, нежели чем Роберто Манчини. Его команда пока играет так, как и должен играть один из фаворитов чемпионата. Посмотрим, что будет во втором тайме, пока перерыв. На футбольном канале НТВ Плюс продолжение прямой трансляции первого большого матча итальянской серии А. Главные фавориты сезона Рома и Интер встретились уже в третьем туре. Может быть, было бы лучше, если бы команды сыграли в туре в 10-м, 12-м, ну то есть уже набравший форму. Возможно, тогда мы увидели бы еще более классный футбол, но с другой стороны, к ноябрю-декабрю в Италии испортятся поля, и такого, конечно, роскошного газона, как сегодня на Олимпийском стадионе, не будет долгое время, до апреля, наверное. Так что, в общем, тут трудно сказать с точки зрения качества футбола и эстетики, что лучше было бы, встретить команды вот попозже или так, как распорядился календарь. Но так или иначе, игра идет. Сейчас начнется второй тайм. Интер выигрывает 1-0. Интер показал очень качественную игру в первом тайме. Вообще он качественную игру-то и Самдории показал, но не забил свои моменты. Самдори проигрывает на своем поле 1-3 Удинезе. Так что это была совершенно глупая потеря очков команды Манчини на своем поле. Ну что, Роме нужно отыгрываться. Роме нужно на своем поле подтверждать статус одного из фаворитов чемпионата. Посмотрим, что из этого получится. Рома сразу же бросается в атаку. Прострел Перотты. Опасный момент. И выбивает мяч игроки Интера из своей штрафной площади. Атака продолжается, но до Монтелло мяч не дошел. Напомню вам составы, в которых играли команды. Гол забил, да, здесь вне игры никакого не было. Застрял игрок Интера почти у лицевой линии. Ошибся, по-моему, это Марко Матерацци. Не разобрался в ситуации. Не весел Лучано Спалетти. Гол забил Креспо. Креспо, который именно здесь, на Олимпийском стадионе Рима, выступая за Лацио, провел свой самый результативный в карьере сезон в 2000, вернее, не в 2000, а 26 мячей он забил, выступая за Лацио в сезоне, когда же это было, лет 6, наверное, назад, да, в сезоне 2000-2001 годов.
И вот отличился он вновь здесь, на хорошо знакомом ему стадионе. И забил свой первый гол в официальных матчах за Интер, что, конечно, тоже для него большое событие. Вообще, надо сказать, что очень Креспо хотел вернуться в Италию, не столько в Италию, сколько именно в Милан. Вот опасный момент. До Креспо мяч едва не дошел в этой атаке. Впрочем, атака Интера продолжается. Мячом владеет Станкович, отбрасывает мяч назад Гроссу. Удар по воротам. Дони небрежно играет голкипер Ромы. Атака Интера продолжается. Ибрагимович. Ах, блестяще как сыграл, только пожадничал. По-моему, можно было и в пас где-то здесь сыграть. Ну что ж, Интер и второй тайм начал так же хорошо, как и фрагментами играл в первом тайме. Вот это уже совершенно другой Интер. Тот, который, я полагаю, болельщики и хотели бы видеть. Болельщики Интера, естественно, на протяжении всего сезона. Поклонники Интера на левой от нас с вами трибуне расположились, сколько их там, сложно сказать. Так вот, Креспо очень хотел вернуться в город Милан, неважно, в клуб Милан или в клуб Интер. Ну, вот оказался в Интере. У Креспо дом в Милане, и его семья чувствовала себя наиболее комфортно как раз в этом городе, поэтому Креспо, находясь в Челси, только и делал, что мечтал о возвращении в Италию и о возвращении в Милан. В результате это возвращение состоялось. Как сказал сам Креспо, все лето он не выключал мобильный телефон в надежде, что ему позвонят из Челси и скажут, что он отправляется обратно в Италию. Его страна, его чемпионат, здесь Эрнану наиболее комфортно. Составы, в которых играют команды, напоминаю вам, ворота Интера защищает Жулио Сезар, выручил свою команду он пару раз в первом тайме, и остается только посочувствовать Франческо Тольдо, что он запустил такой гол в матче со Спортингом, хотя, на мой взгляд, стопроцентной вины вратаря в том пропущенном мяче не было, но потерял он место в стартовом составе. Расстановка Интера выглядит следующим образом. Слева в обороне играет Гроссу, 11 номер, но почти что по своему номеру он и играет. Очень часто Гроссу ходит вперед, и его на фланге страхует капитан команды Хавьер Дзанетти, который играет здесь же слева. И вот они меняются местами в зависимости от того, кто из этих двух футболистов по эпизоду совершает проход вперед. Справа на фланге играет Майкон, 13 номер, прочно закрепившийся в основном составе. И два центральных защитника, второй Кордоба, 13-й Матерацци. Ром в полузащите, 14-й Вера, 15-й Дакур, 5-й Станкович и 14-й Вера. Причем Вера сегодня играет ближе к линии атаки. Нет, Камбьяса, он травмирован, Фигу сегодня остался в запасе. И впереди два нападающих. Креспо, 18 номер, 8 Ибрагимович. Рома, главный тренер Манчини, Интер, естественно. Рома, тренер Лучано Спалетти. Сегодня следующий состав выставил. Дони в воротах, 32 номер. Справа в защите 2-й Пануччи. Два центральных, 5-й Мексес, 13-й Кивус, слева 22-й Тонетто. Полузащитники Дероси, 16-й, 7-й Пизарро, 8-й Аквилани, 20-й Пиротто, под 30-м играл Мансини, но, к большому сожалению для Рома, он получил травму, а игрок, безусловно, сейчас ключевой в команде. Вместо него вышел нападающий Монтелло, 9-й номер, и игрок без амплуа на данный момент капитан команды Франческо Тотти. Вроде бы позиционирует он сам себя как новоиспеченный центр-форвард, но даже по вот этому тайму видно, что никакого центр-форварда Тотти не играет, все время отходит очень глубоко к середине поля, пытается сыграть в последний пас. Я думаю, что схема Ромы окончательно сформируется после того, как наберет форму Монтелло и когда поправится новобранец команды Вучинич, пока еще не сыгравший, или Вучинич, не знаю, честно говоря, как правильно ударение ставить, но не суть важно. В общем, когда он наберет форму, я думаю, что вот он и на острие атаки будет играть. Может быть, в паре с Тотти, и тогда уж Тотти точно сможет отходить в глубину поля и делать свои знаменитые передачи из глубины туда на сербского форварда. Очень и очень забивного. Хотя одно дело забивать в Лечи, а другое дело забивать
в команде, которая претендует на самые высокие места. Потеряли мяч римляне и контратака Интера. Златан набирает ход по правому флангу, поддержит его Креспо. Вьера какими-то аршинными шагами мчится вперед, получает мяч, положения вне игры нет. Вьера решил сохранить мяч, не делать рискованную передачу. Назад на Дзанетти, Дзанетти Станкович, Станкович Дакур. Дакур возвращает мяч Патрику Вьера, который получил желтую карточку за откидку мяча в первом тайме, который, в общем, для матча такого накала прошел первый тайм, я имею в виду, достаточно спокойно, без особой грубости со стороны обеих команд. Но, видимо, еще не вошли во вкус футболисты. Все-таки турнир в серии А только-только набирает оборот. В других матчах, кроме игры Фиорентина-Парма, на которую вы сможете посмотреть в записи в сегодняшнем ночном эфире, Милан пока не может забить Асколи. Счет 0-0. Кьево Лацио 0-0. Мессина Реджина 1-0. Кальяри Ливорно 1-0. Палермо Катания 1-1. Кальяри Ливорно 2-1 в пользу Кальяри. Сампдория Удинеза 1-3. Аталанта Эмполи 0-0. Торино Сиена 1-2. И 0-1 Рома на своем поле проигрывает Интеру. Креспо ставит корпус, но зацепиться за мяч не сумел. А что показывает арбитр? Пенальти. Да, арбитр назначает пенальти за фол против Креспо. Вот так поворот событий. Желтая карточка Мексезу. И никто из римлян даже особенно и не спорит. Великолепно сыграл Креспо. Положили его на газон. И Креспо, видели тоже по мимике, по жестикуляции, показывает соперникам: ну что же вы от меня хотите? Ну, нарушил правила. Конечно, нарушил. Стопроцентный пенальти. Браво, молодой арбитр Риццели, который разобрался и не постеснялся давать пенальти в пользу гостей. Боковой арбитр подзывает на помощь главного судью. Апеллировали к боковому здесь игроки команды хозяев поля. Ну и почему так эмоционально все происходит на скамейке запасных Интер, не очень понятно. Пенальти назначен. О чем тут еще спорить? Желтая карточка Филиппу Мексезу. Рома может оказаться в очень непростой ситуации. Не напомнил я вам о том, что Рози, молодой футболист, выйдет сейчас на поле в составе Ромы. Это игрок атаки, 28 номер. Но пока пенальти. Златан Ибрагимович у мяча. В Суперкубке встречались эти команды совсем недавно. Открывали сезон. Совершенно сумасшедшее развитие событий. Но об этом позже, после того, как Ибрагимович попытается забить свой второй мяч за Интер. Забил он в Фиорентине. И вот сейчас к 11-метровый подошел. Не забил. Не забил, и интрига в матче по-прежнему сохраняется. Всего лишь 1-0 в пользу Ромы. Безобразно пробил Златан. Просто безобразно. Угадал направление удара Дони. И намертво забрал мяч. Даже тут ни о каком другом варианте речи быть не могло. Ну что ж, это должно придать сил Роме. Будет ли замена? Может быть, Спалетти думал, что 0-2 и нужно что-то менять. Сразу же нет, все-таки Рози выйдет на поле. В Суперкубке 3-0 Рома выигрывала по ходу матча и умудрилась 4 подряд пропустить, проиграв тем самым Интеру. Так что здесь есть еще дополнительный подтекст у этого матча. Сумеет ли Рома за то досадное на поражение отыграться? Шанс есть. Если бы было 0-2, то это почти что безнадежно, мне думается, было бы. Аквилани сегодня не лучший матч провел, не попал в игру. Молодой полузащитник Ромы. И вместо него 28-й номер Рози появляется на поле. Удар Ибрагимовича. И мимо ворот просвистел мяч. Ну, Дони, похоже, контролировал ситуацию. И мне кажется, если мяч в створ ворот попал, Дони должен был выручать свою команду еще раз. Хороший футбол мы с вами смотрим. Пизарро делает передачу вперед.
сторону вышедшего на поле Алеандро Рози. 19 лет всего лишь этому футболисту. Атакующий полузащитник. В прошлом сезоне довольно регулярно выходил он на замену и даже некоторые матчи в стартовом составе провел. Рози занял место правого полузащитника атакующего. Перотто сместился в центр. Тяжеловато все-таки играть в футбол без классического первого нападающего. Что бы там ни говорили о группе так называемой атаки, о том, что из глубины подключаются. Да, такая схема у Ромы работала и приносила результат периодически, и то не всегда. В прошлом сезоне, когда Перотто, Тадей, который сегодня из-за травмы отсутствует, подключались, забивали. Особенно после того, как Тотти сломался в прямом смысле слова. Но вечно так продолжаться не может. Найти противоядие против таких подключений с глубины можно. И особенно с такой средней линии, вязкой, как у Интера, здесь из глубины подключаться очень и очень сложно. И поэтому без первого нападающего Роме не тяжело создавать моменты. У Тотти все-таки при всем его фантастическом таланте, мастерстве и всем прочем, навыка игры центр-форварда нет. Ему в штрафной площади неуютно. Гораздо лучше он себя чувствует, когда из глубины атакует. Монтелло не в форме. Вучинич травмирован. Но Рома с мячом. Пизарро. Пас из глубины. Первый пас у Пизарро очень хороший, да и удар хороший. Но пока сегодня он им воспользоваться не сумел. Удар сзади по ногам. Досталось Винченцо Монтелли от бывшего одноклубника Оливье Дакура. Штрафной пробьет Рома. Пизарро. Тотти. Пизарро. Мягкая передача вперед на Франческо Тотти. Тот сумел зацепить мяч, но передача хорошая не получилась. А это Рози поторопился и прям в руки Жулио Сезару отправил мяч. Дальше Вейра. На опережение играет Мексес. Очень активно ведут себя тренеры Манчини и Спалетти. То и дело подсказывают что-то своим футболистам. Не попал в игру Рози, как-то стеснительно он играет. Но время есть еще для того, чтобы себя проявить. Кто еще в запасе у Ромы и Интера, наверное, я должен вам сказать. Самуэль, Максвелл, Фигу, Салари, Гонсалес, Адриано. Роскошный запас у Интера, плюс вратарь Тольдо. В офсайде Станкович и Рома. Ну, кто может выйти? Окака Чука, юный, совсем юный футболист, но исключительного таланта. В 16 лет дебютировал во взрослом футболе Стефано Окака Чука, несмотря на свою такую весьма неожиданную фамилию. Но он африканец по происхождению, был усыновлен итальянскими родителями, поэтому он имеет итальянский паспорт, и гражданин Италии, и имя у него тоже итальянское. Он вообще 89-го года рождения, хотя с африканцами, как вы сами знаете, частенько бывает некоторая неразбериха с датами рождения. Помните, у Мартинса, игравшего в Интере, был даже такой скандал, когда начали сверять какие-то документы, там пришедшие из Нигерийской Федерации футбола, чуть ли там не 3 года разница получилась. Но, в общем, как-то эту ситуацию замяли. Поэтому Окака Чука может быть и старше, чем по паспорту, по тем данным, по которым он проходит в заявке. Там 89-й год значится, значит, это означает, что ему 18 только исполнилось в августе, 18 с небольшим лет парня. Ну, даже если ему там 19 или в худшем случае 20, все равно это совсем молодой игрок. Он уже успел отличиться в составе Ромы. Забил гол в серии А в предыдущем туре. Я думаю, что он на поле тоже может появиться. Очень талантливый футболист. Ну а пока Креспо идет вперед, на сей раз Мексес не позволил себя обыграть. Пас в центр поля. Пизарро оставляет мяч Де Росси. Перевод налево. Тонетто опускает мяч вниз. Пизарро. Интер очень внимательно играет. Не пускает соперника на свою половину поля. Возится чилиец с мячом, не знает, с кем бы сыграть в пас. Назад ему играть не хотелось, пытался найти какой-то вариант впереди. Тонетто стал чаще ходить вперед во втором тайме. Перотто одного обыграл, а тут же Вейра вырастает. Берой далековато до ворот, тем не менее отважился на удар опорный хаф Ромы.
Толчок в спину Мексеза. Все верно. Переигрывает Эрнан Креспо Филиппа Мексеза. Я думаю, не гарантировано место Мексезу в основном составе. Феррари вполне может со временем вытеснить его из основы. А может быть и не со временем, а даже очень быстро. Досталось Марко Матерацци в единоборстве. Получил дружеского пинка от Франческо Тотти. Еще один чемпион мира, ставший чуть ли не главной фигурой и главным действующим лицом. И главной действующей грудью, я бы даже так сказал, чемпионата мира. И Роберто Манчини на ваших экранах. Его команда пока выигрывает на выезде у Ромы 1-0. Не нагнетает темп Интер. Счет в пользу гостей. Спешить им особенно некуда. Пас Дакура вперед. Но имея таких форвардов роскошных, как Ибрагимович и Креспо, можно действительно всей командой играть на своей половине поля. Они там вдвоем вполне могут разобраться. Практически все мячи принимают Ибрагимович и Креспо. Полагаю, что Адриану надо всерьез подумать о смене команды. Тем более, что как бы Манчини не скрывал свои разногласия с Адриано, они присутствуют. Адриано в любимчиках Массимо Моратти ходит, это давно известно. В прошлом году Манчини даже приглашал Адриано с его тогдашней девушкой к себе на яхту, на какой-то дружеский ужин, но, по-моему, окончательного примирения между тренером и нападающим не произошло. Не видит пока Адриано Манчини в основе своей команды. Сегодня перед матчем во всех изданиях, итальянских, которые предваряли этот матч различными материалами, в основном составе значилась пара Адриано и Ибрагимович. По ногам получил Де Росси, штрафной пробьет Рома, а на деле мы с вами видим, что играет... Тут, кстати, ничего страшного не было. Добирался до мяча, Вейра немножко не добрался. А на деле мы с вами видим, что вышел Креспо вместе с Иброй, и Креспо забил гол. С мячом Рома. Пиротто отбрасывает мяч назад. Но, видите, не понимает Рома, как же ей к воротам-то Интера подобраться. Киву удар с очень далекой дистанции. В растерянности Рома, в растерянности главный тренер команды. Ну что ж, вот такой Интер и Интер, который мы видели против Фиорентины в первом тайме, это действительно очень грозный соперник. Что произошло с командой в Португалии против никакого особенного впечатления не произведшего Спортинга. Сказать трудно. Фигу старался. Я не думаю, что отсутствие хорошей игры в атаке у Интера связано с тем, что Фигу неудачно сыграл. Но конкуренция очень серьезная у Интера за места в стартовом составе. И оно не гарантировано здесь практически никому. Давненько Рома не приближалась к воротам Жулио Сезара и не угрожала этим самым воротам. Интер окопался около своей штрафной площади и имеет полное право. Счет в их пользу. Впереди Ибрагимович, Креспо. Главное доставить им мяч. Пиротто получил желтую карточку, сфалил на Хавьере Дзанетти. Лучано Спалетти даже не смотрит на то, что происходит на поле. Ему не нравится, как играет его команда. И, похоже, главный тренер не видит в данной ситуации способов улучшить эту игру. Но вот Милан забил Асколи. Выигрывает 1-0. Нет, не забил, прошу прощения, 0-0. Нет, какое-то недоразумение.
забил Милан Асколи. И это тоже одно из событий тура. Янкуловский там отличился. Одно из событий тура — это выход Милана в плюс. То есть вот 3 туров должно хватить Милану для того, чтобы отыграть штраф 8 очков. И по состоянию на вот эту минуту Милан уже в середине таблицы с 1 набранным очком. Но для этого еще нужно довести, конечно, матч до победы. В других поединках Киеву Лацио 0-1. Римляне выигрывают, Мессина Риджина 1-0, Кальяри Ливорно 2-2, Палермо Катания 2-2, Аталанта Эмполи 0-0, Самдория Удинезе 1-3, Торино Сиена 1-2. Матч Фиорентина Парма можно будет посмотреть в записи на нашем канале. Рози получил травму, ему оказывали помощь. Игра продолжается. С мячом Интер. Дэн Станкович делает передачу на ход. Хорошую Майкону. Майкон потерял несколько секунд, прежде чем сделать передачу. И в результате она оказалась неточной. Очень сложно Тотти против такой плотной обороны и полузащиты. Майкон лежит на газоне. Ему нужно оказать помощь. Ударился здесь он о ноги Макса Тонетто. Пока не готовит еще одну замену Лучано Спалетти, а Манчини играет вообще без замен к этой минуте. Правым флангом Рома пытается атаковать. Там пространства нет, все перекрыто. Теперь через левую зону пробует Киву. Пас налево. Подача. Ну а кто головой-то будет у Матерацци эту борьбу выигрывать? Пизарро, но может попробовать пробить. Не рискнул. Наш пошире на Розе. Опять подача. Ну вот сейчас она была на той высоте, на которой Монтелло мог бы добраться до мяча. Но не докрутил, пожалуй, мяч Розе в данной ситуации. Сезар спокойно забрал мяч на выходе и отправляет его подальше от своей штрафной площади в сторону Креспо. Златан Ибрагимович опустил мяч вниз, сделал неточный пас, но мяч Интер сохраняет. Майкон, все с ним в порядке, назад Сезару. Не клеится сегодня игра у Ромы. И еще раз стоит отметить, насколько все-таки важный игрок Мансини для Ромы. Я бы сказал, даже ключевой, учитывая состояние. Франческо Тотти, он остается, безусловно, самой харизматичной фигурой своего клуба. Без него Рому представить себе невозможно. Вот в игровом плане Мансини, я думаю, все-таки сейчас лидер этой команды, и без него тяжело приходится хозяевам поля. Нарушено правило против Рози. Штрафной пробьет Рома. Пизарро, передача. Опасно может быть. И удар в ближний угол. Монтелло, но там и Кордоба удар накрывал. И Сезар тоже эту ситуацию прочувствовал. Ну, молодец, сложился. Вратарь среагировал на сложный удар в ближний угол. Угловой подает Рома. Время идет. Пизарро. Что за подача? Непонятно. Интер почти всей команды у своей штрафной площади. Когда вы видели в последний раз такой Интер? Ну, очень много команда пропускала. Была главная боль Роберто Манчини, как наладить игру в защите. И вот пришлось ему в какой-то степени наступать на собственное представление о футболе, выбивать его из себя и строить более оборонительную команду. 6 игроков, фактически защитники в стартовом составе у Интера сегодня. Гроссо перестал совсем ходить вперед. Сел назад глубоко на свою позицию. Четко держит зону. И у Рози там шансов пока нет никаких. Тонетто идет вперед. Неточный пас на Тотти. Интер пока без проблем справляется с попытками Ромы атаковать.
Это вот Гроссу пошел вперед, правда, потерял здесь быстрый мяч. Пиротто у него этот мяч отобрал, Пануччи корректно сыграл, Гроссу не стал бить по ногам. А вот это пас на Тотти, но слишком, во-первых, сильная передача, во-вторых, Тотти в офсайде. 3-2 Палермо вышел вперед в сицилийском дерби, выигрывает у Катании. А это значит, что по итогам тура может определиться единоличный лидер серии А Палермо, если Рома теряет очки. А Палермо выигрывает, то в Италии останется только одна команда с 3 победами в 3 турах. Тем самым полностью оправдывая все предсезонные расклады. Но надо отдать должное футболистам Интера. В принципе, очень жестким. Вейра, Дакуру. Бережно они играют против Тотти, хотя, в общем, его никто никогда особенно не берег, и по ногам он не получал за свою карьеру достаточно много. Но не знать о том, что у футболиста, у коллеги по футбольному цеху в ноге железная пластина на шурупах, футболисты других команд просто не могут. И, мне кажется, в щадящем так и немножко режиме они играют против капитана Ромы. Ну и, кстати, Тотти тоже значительно изменил манеру своей игры. Заметьте, он старается играть в одно-два касания. Практически не наступает на мяч, как он это раньше любил делать, и стоя на месте обыгрывал своих соперников. Нет, сейчас себе такого лидер Рома, к сожалению, позволить не может. Сможет ли когда-нибудь в будущем, трудно сказать. Такой перелом — это, ко всему прочему, еще и тяжелейшая психологическая травма. Инстинктивно, ну вот последите, не только в этом матче, в других матчах, за тем, как Тотти принимает мяч. Он все время инстинктивно поднимает левую ногу и держит весь свой вес только на одной ноге, на опорной, на правой, с тем, чтобы, если удар и придется сзади, по крайней мере, не в больную ногу. Поэтому во многих игровых эпизодах Тотти просто избегает борьбы. Не ставить игрока на поле, ну, наверное, он этого не заслужил, но и потом, в конце концов, Тотти не объявлял о завершении своей карьеры. Пользу он приносит, забил гол в Лиге Чемпионов. А как бы, кстати говоря, не относились скептически к решению Липпи ставить его в состав на чемпионате мира, все-таки давайте вспоминать. Гол с его подачи Матерацци забил, важнейший. Чех был удален в тяжелом матче против Италии за фол против Тотти. Австралии пенальти забил Тотти в дополнительное, в добавленное время. Если бы не забил, то ни о каком чемпионстве речи бы просто не шло. Ну и пас Дзамбротти в матче с Украиной. На ход мяч прокинул тоже Тотти. Так что, в общем, свой вклад в этом смысле он очень даже существенный, на мой взгляд, внес в победу сборной Италии. Ну а что будет дальше, наверное, станет более понятным после того, как ему вынут из ноги вот эту вот пластинку и отвинтят все шурупы. Намечено, насколько я понимаю, это ближе к Рождеству, когда будет пауза, за которую немножко успеет после операции капитан Ромы восстановиться. Немножко пропали скорости в матче. Рома словно стучится головой об стенку, пока в закрытую дверь. Эту дверь Интер открывать не собирается. Предельно внимательно команда Роберто Манчини в обороне. Возможно, кому-то покажется, что менее зрелищный футбол показывает Интер вот в нынешнем сезоне. Но до Роберто Манчини постепенно доходит, что только лишь зрелищным футболом результата не добьешься. Нужно еще что-то к этому добавлять. Ну, либо жертвовать зрелищным футболом, если не получается совмещать зрелищность и результат. В очень закрытый футбол играет Интер. Но у Интера есть, конечно, превосходный козырь, это нападающие. Просто потрясающие форварды, которые цепляются за любой мяч и из ничего могут создать момент.
Им, в общем, не нужна большая поддержка из глубины поля. Нет, Монтелло не в форме. Рывок он потерял свой. Возраст все-таки уже сказывается, поэтому к этому мячу поспеть он никак не мог. Кордоба не просто разрядил обстановку, но еще точный пас сделал на Майкона. Вира очень технично, но на опережение здорово Киву. Дакур. Мне тоже показалось, что в мяч играл полузащитник Интера. И в атаке Рома. Монтелло не прошел пас. А вот здесь фол. Матерацци нарушил правила. Очень далеко до ворот. Рискнет ли кто-то бить отсюда с такого расстояния. Новый помощник Манчини. Вы обратили внимание, его давнишний друг Синиша Михайлович. Орси больше в Интере не работает. Ну, по крайней мере, в тренерском штабе. А Тоти будет бить отсюда. Ну, так, удар-то у него мощный. Правая-то нога здоровая. Но не проблемный был удар для голкипера Интера. 0-1. А играть меньше 15 минут. Гол Креспо вывел Интер вперед на 45-й минуте первого тайма. Майкон опустил мяч вниз. Передача на свободное место. Патрик Вира. Ибрагимович просит мяч, но и Майкон тоже просит, потому что он хорошее забегание сделал. А вот здесь Мексес все-таки опередил. Креспо, удар! Дони выручает свою команду. 2-0, можно заканчивать, в принципе, игру. Я думаю. Но пока счет 1-0 и интрига сохраняется. Станкович. Мягкий заброс мяча. Туда в сторону 11-метровый. Мексес опережает Ибрагимовича. Де Росси. Сложные акробатические этюды исполняют футболисты Ромы, но сумели выйти из обороны. Тотти пас на Монтелло. Нет, к сожалению, Винченцо бежать не может. Кордоба тоже не первой свежести футболист, прям скажем, но как легко обогнал он Монтелло. Пизарро. Де Росси в касании переправил мяч Тонетто. Очень нужен Роме Вучинич, мне кажется. Рози. Не усилил пока Рози игру. Подача Пизарро, но это в руки вратарю. Вот с такой тактикой и с таким подбором игроков Рома лишает себя возможности играть флангами и навесами. Борьбу нереально выиграть. Во-первых, и априори у Матерацци сложно, и у Кордобы, который, несмотря на свой невысокий рост, великолепно играет в воздухе. Но просто у Ромы нет футболистов, которые могут после фланговой высокой подачи сыграть головой в чужой штрафной площади. Ну и где же Лукако Чука? Выпустит ли его на поле Спалетти? И без замен продолжает играть Манчини. Осталось-то совсем немного времени до конца игры. 10 минут всего-навсего. Рози отбрасывает мяч назад. Конечно, из победы Интера, если он ее одержит, не следует, что Интер чемпион. Всего лишь третий тур, это понятно. Но этот Интер обнажает, вернее, ну да, и Интер, это игра, обнажают определенные игровые проблемы Ромы. Подчеркивают незаменимость Мансини для этой команды. И подчеркивают очевидную проблему с нападением у Ромы, а также, я думаю, вопросы к Мексесу есть. Очень долго Монтелло. Передачу выполнить вперед не сумел. Вот, а что касается подопечных Роберто Манчини, то если команда будет всегда играть так, как она играет сегодня, то я вообще с трудом представляю, кто ее может обыграть.
Тонетто делает навес в штрафную площадь, а шансы Спартака, вы знаете, я даже говорить не хочу, это совсем не к месту. Особенно после сегодняшнего кубкового матча, который выдал участник от России в Лиге чемпионов. Очень многое зависит от Манчини, от того, насколько он быстро определится все-таки, в каком сочетании у него игроки выходят, в первую очередь, в среднюю линию поля. Посадить фигу на скамейку навсегда. Удар Станковича в штангу, спит Дони. Да, еще, конечно, вратарь не самый выдающийся у Ромы, прямо скажем. Но это так, по большому счету, да, если мы всерьез говорим о чемпионских перспективах Ромы. Сегодня Интер, при всей симпатии к римской команде, Рому переиграл. Причем, в общем-то, без вариантов. Поначалу, в первые где-то четверть часа, у Ромы что-то получалось в атаке. Но не более того. Подача в штрафную площадь. До удара дело поворотом не вот сейчас только дошло. Это Майкон. Угловой, конечно, там мяч попал в игрока Ромы. Ну и, наконец, замена. Причем, заметьте, вот такие теперь замены делает Роберто Манчини. Не Фигу вместо Станковича, не Адриано там вместо кого-то из нападающих. Центральный защитник выходит, Вальтер Самуэль. Ну, может быть, Марко, да нет, вроде даже не хромает. Вот такой новый Интер мы с вами наблюдаем. Конечно, очень серьезная команда и очень грозная сила не только в чемпионате Италии, но и в Лиге чемпионов. Очень важную победу может сегодня одержать Интер после неудачи в Лиге чемпионов, после потери очков в матче с Самдорией, выиграть у своего главного конкурента на его поле. Очень важный момент для бойцовой команды уверенности в своих силах, было утеряно после вот этих вот невразумительных матчей. Но время у Ромы еще есть, чтобы отыграться, хотя не видно вот какого-то рвения в действиях римлян. Ну и по выражению лица Лучано Спалетти, который неоднократно сегодня показывали, чувствуется, что сам тренер не верит, что его команда может отыграться. Вот так Кордоба великолепно выпрыгивает. С фланга все, что летит у Ромы, 100% достается Интеру. Еще одна замена тактического плана, потянуть время. Эрнан Креспо, похоже, уйдет с поля. Или нет? Нет, Фабио Гроссо покидает поле, и новичок еще один команды Максвелл. На каждую позицию, почти на каждую позицию, по два очень сильных игрока есть у Манчини. Ну и вот появился Максвелл. А здесь у Интера может получиться голевая атака. Креспо хотел дубль сделать, пожадничал. Вместо того, чтобы пас сделать налево, решил пробить сам. Дони встал на пути мяча. 5 минут до конца игры. Ну а здесь момент. Что такое? Пенальти? Вот так номер. Или куда он свистнул-то? В другую сторону. Нападение на вратаря, скорее всего. Давайте посмотрим. Пиротта. Дальше нет, ну о никаком пенальти здесь речи быть не могло. Посчитал арбитр, что напрыгнул на вратаря. Но здесь скорее по инерции Винченцо Монтелло. Даже ему, по-моему, больше досталось, чем Жулио Сезару. Ну что ж, это шанс был у Ромы.
Да, не получилась сегодня игра у Лучано Спалетти, его команд. Но про Акаку Чукку я вам рассказывал, обещал, что он выйдет. Но, по-моему, поздновато. Темнокожего итальянца не выпускает на поле. Да, была вот и штанга после удара Дзанетти, это мы помним. Вместо Пануччи, вместо защитника выходит нападающий. Но вообще не выглядит он, да, на 20. Вполне юное лицо. У футболиста 89-го года рождения. В 16 лет дебютировал он в серии А. Если не ошибаюсь, по-моему, он установил тем самым рекорд. Самый юный футболист, который выходил когда бы то ни было на поле. Еще при предыдущем наставнике Рома до прихода Спалетти. Но не в атаку вышел Стефано Акаку. И вот Спалетти как раз ему подсказывает: Стефану, иди туда, иди вперед, где тебе положено играть. Вдруг получится. Этот-то все-таки помощнее парень, он может там где-то наверху что-то выиграть. Неплохо, только вот в передачу надо было сыграть, и засуетился Кордоба. Взял, подарил Роме на последней минуте угловой. Что ж, это шанс у римлян спасти матч. И весь Интер собирается в своей штрафной площади. Не сказать, что вся Рома. А вот про этого забыли. Ой-ой-ой-ой, как неудачно пробил Макс Тоннетто. Шанс упущен. Сравнять счет. Интер впереди 1-0. Игра подходит к концу. Милан Асколи 1-0. Кьеву Лацио 0-1. Мессина Реджино 2-0. Кальяри Ливорно 2-2. А новый лидер, единоличный лидер чемпионата Италии, Креспо, уходит с поля. Вместо него Гонсалес. Как раз вот бывший игрок нового лидера чемпионата Италии. Это команда Палермо, которая в сицилийском дерби громит Катанью 5-2. И набирает 9 очков. У Интера, если он добьется победы, будет 7. Рома скатится вниз. 6 очков останется у подопечных Лучано Спалетти. Но это лишь начало. Всего лишь третий тур. Самое интересное, конечно же, впереди. И особенно будет интересно, когда Милан подтянется. А то, что он подтянется, я не сомневаюсь. В конце концов, что сейчас получается, если вот так все закончится, то Милан... Где же у нас Милан? Милан, получается, от Палермо отстает на те самые 8 очков, которые были форы у Милана изначально, потому что Палермо все свои матчи выиграл. А от своих конкурентов от Ромы Милан будет отставить всего на 5 очков, а от Интера всего на 6. Как же исключать Милан из борьбы за чемпионство? Туров через 10, я думаю, картина будет более понятная с точки зрения того, кто какие позиции займет в таблице и какие высоты будет штурмовать. Заканчивается последняя минута матча, и, как ни прискорбно это будет констатировать болельщикам Ромы, она сегодня оказалась слабее. Хотя я думаю, что, конечно, ключевым моментом была травма Мансини. Если бы Мансини остался на поле, я полагаю, Интеру пришлось бы тяжелее. Но насколько тяжелее, это можно только гадать. Интер же оставил очень солидное впечатление в целом по сегодняшней игре. Правда, опять же, матч не совсем подходящий для того, чтобы в целом оценить перспективы возможностей Интера. Все-таки Рома сегодня играла без нападения. Тотти, о нем уже все, что можно, мы сказали, вы сами все прекрасно теперь понимаете. Человек играет фактически на железной ноге. Монтелло не в форме, Мансини получил травму. Вот, собственно, и все. Не самая сложная сегодня была задача у обороны Интера. С Баварией, я думаю, матч будет более богатым.
на пищу для размышлений о перспективах Интера. И это совсем скоро, на следующей неделе Лиги Чемпионов. В четвертом туре Интер играет дома с Киевом, Рома на выезде с Пармой, Милан на выезде с Ливорно. Нарушение правил. Пошел отдыхать Патрик Вейра. Второе удаление в сезоне, который только что начался. Я думаю, что надо задуматься по этому поводу Роберту Манчини и Патрику Вейра. Второй желтый опять он схватил. То же самое было и абсолютно ненужную. Счет 1-0 в пользу его команды. И 1,5 минуты осталось. И фол в центре поля. Странно что-то происходит с французом. Недоволен Марко Матерацци. Считает, что арбитр погорячился с этой карточкой. И что вообще там фола не было. Десятером остается Интер. Ну что, 1,5 минуты все-таки у Ромы есть. В атаке Рома. Ну, сейчас рассуждать не будем на тему, что судьи будут поддушивать Интер в этом сезоне. Давайте посмотрим. Но, в принципе, спорная ситуация, конечно, есть. И вот эта желтая карточка и красная. Потеря Вейра на следующем матче, конечно, ослабление для Интера. Пенальти довольно спорный в матче с Самдорией. Но это Италия. Тут свои подводные течения, которые никуда не делись. Пусть кто-то был оштрафован, пусть кто-то начал сезон не в том дивизионе, в котором должен был бы начинать, кто-то начал с отрицательной разницей, с минусом в графе очки. Слишком сложный этот процесс футбола, чтобы какими-то наказаниями можно было решить абсолютно все вопросы. Еще минутка появилась, добавленная, пока была вот эта пауза в связи с удалением Вейра, так что время у Ромы минимальное есть. Удар в сторону штрафной площади и фол в атаке дает Тотти, арбитр матча. Хотя не очень понятно здесь, кто нарушал правила. Мне показалось, что Кордоба подталкивал капитана Ромы, но свисток прозвучал в другую сторону. Минута остается. Ну что ж, в целом матч получился, я думаю, интересным. И вот такой хитрый вот мяча в игру. Двинул в чужую штрафную площадь мяч футболист Интера. Дальше в атаке Рома и офсайд. Это не штрафной, это офсайд. На тоненький, может быть, где-то и забрался игрок Ромы в положении вне игры. Вряд ли удастся спасти эту игру хозяевам поля. Вот-вот прозвучит финальный свисток. И все, Интер одерживает победу в принципиальном матче, обыгрывая своего на данный момент главного конкурента в чемпионате. Причем обыгрывает в гостях, и гол этот победный забил Эрнан Креспо на 44-й минуте. У Адриано большие проблемы будут с попаданием в основной состав в нынешнем сезоне. Похоже, пара Креспо-Ибрагимович начинает сыгрываться. Дополняют друг друга футболисты, и это может быть просто превосходная связка нападения. Но, впрочем, в отношении Интера любые оценки нужно давать достаточно осторожно. Пока же в сегодняшней вот данной конкретной игре Интер оставил сильное впечатление. Что будет дальше, посмотрим, узнаем. Итоги тура, как обычно, в нашем обзоре по вторникам, вернее в пятницу, ведь тур посреди недели, так что не пропустите обзор. А мне остается с вами попрощаться и напомнить, что гол забил Креспо, а еще можно будет сегодня посмотреть матч Фиорентины и Пармы в записи. До свидания.